Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Вестник профсоюза образования запускает новую рубрику «Учитель пред именем Твоим». Анзор Асламбеков – молодой учитель, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2015». В Доме профсоюзов прошло республиканское собрание профактива. На нем подвели итоги работы за 2015 год и обсудили задачи на 2016. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В Доме профсоюзов прошло республиканское собрание профактива. На нем подвели итоги работы за 2015 год и обсудили задачи по активизации приоритетных сторон профсоюзной деятельности. Смотрим сюжет. В работе форума приняли участие министр образования и науки Чеченской Республики Исмаил Байханов, помощник главы республики Тимур Алиев, председатель Совета профсоюзов Республики Хусайн Салтагиреев и другие. На собрании присутствовало 250 профсоюзных активистов со всех районов республики. Докладчики рассказали о проделанной работе профсоюзом образования за текущий год и наиболее острых вопросах, стоящих перед членами профсоюза, из которых некоторые, к сожалению, пока не удалось решить. В частности, речь шла о неисполнении отдельных статей закона об образовании, касающихся ряда мер социальной поддержки, процедуре оформления и назначения пенсии. Также говорили о необходимости повышения профессионализма и социальной активности профсоюзных кадров и обязательном планировании работы в первичных профсоюзных организациях. С итоговым докладом выступил Хизер Герзелиев. Он рассказал о деятельности профсоюза, повысилось влияние и авторитет профсоюзов в трудовых коллективах, отметил он. О чем может свидетельствовать и значительный рост численности членов Союза, который увеличился в прошлом году более чем на 5000 человек. Выступил и министр образования и науки Исмаил Байханов. По его словам, несмотря на существующие проблемы в сфере образования, сегодня ведется огромная работа по улучшению качества образования и обеспечению достойной оплаты труда учителям. К сожалению, сегодня на фоне существующих реалий, связанных с финансовым кризисом и дотационным бюджетом республики, не удается в оперативном порядке воплощать в реальность множество задуманных идей, в результате чего некоторые проблемы остаются нерешенными. Но это лишь вопрос времени, отметил министр. Он призвал всех к терпению и усердию в исполнении своих профессиональных обязанностей. Я, когда сюда шел, знал, что все эти вопросы будут здесь подниматься. Наверное, это вот достаточно правильно, актуально. Насчет компенсации 1200 рублей. Значит, мы 2 раза, как орган исполнительной власти в сфере образования, инициировали и внесли этот проект постановлений правительства Чеченской Республики. Обе раза этот проект был отклонен. Хотя вот здесь Хизер Магомедович сказал, что вот как-то мы не должны ссылаться на что мы живем дотационно, в донорской или как-то в республике. К сожалению, коллеги, знаете, все лишь чиновничность, она достаточно тяжелая. С одной стороны, я вот здесь сижу как учитель, себя ставлю на место наших коллег-предметников. Вот, наверное, им действительно, какая разница, где мы живем, как живем, действительно, если есть закон, то его нужно выполнять. Также министр отметил положительную роль профсоюза в жизни учителей, которые стоят на страже защиты и порядка прав и интересов работников учреждений образования. По итогам собрания состоялось награждение победителей и лауреатов республиканских профсоюзных конкурсов. Так, финалисты и победители конкурсов «Лучшая первичная профорганизация по мотивации членства Фонд социальной поддержки учителей», «Лучшая профсоюзная страничка в сети интернет», «Лучший коллективный договор образовательного учреждения» были награждены грамотами и денежными поощрениями. В 2016 году Вестник профсоюза образования запускает новую рубрику «Учитель пред именем Твоим». В ней мы будем рассказывать вам об учителях, педагогах, посвятивших свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. Начать мы решили с сюжета о молодом учителе, победителе всероссийского конкурса «Учитель года России-2015». Так начинается утро почти каждого работающего человека. Проснулся, умылся, позавтракал и бегом на работу.
Анзор Асламбеков спешит из Грозного в село Валерик. Там его ждут. Профессия учителя, она одна из наиболее уважаемых, наиболее, так сказать, приносящих пользу обществу. Все люди и любой профессии, и врачи, и учителя те же, и представители иной профессии, все они проходят именно через школу. Каждый день имею радость общаться с детьми, со своими коллегами, заниматься своим любимым делом, это английский язык, преподавать его. Вместе с учениками я тоже учусь. Каждый день они узнают что-то новое, я узнаю что-то новое. К каждому уроку Анзор Личиевич готовится основательно, применяя информационные технологии, игровые и музыкальные приемы. Иначе дети просто заскучают на уроке. Анзор Личиевич – это учитель от Бога. Он постоянно работает над самообразованием, охотно делится своим методическим опытом с молодыми работниками, дает семинары у нас в школе для наших учителей и молодых специалистов, также и молодых специалистов района. Руководство нашей школы, в том числе и я, в том числе весь наш коллектив, мы гордимся, что Анзор стал финалистом общероссийского конкурса «Учитель года». В этом конкурсе принимали участие свыше 48 тысяч учителей. И вот представьте себе, вот в этой массе победить и стать финалистом. Он не только стал финалистом, он вошел еще в 20-ку лидеров. Номинация «Учитель, любящий детей» в номинации он победил, выиграл эту номинацию и получил значок «Золотой пеликан». Конечно, для нас это большая гордость. Школа закладывает в нас все необходимые качества для того, чтобы мы могли добиться успеха в обществе, состояться в профессии. Наличие золотой медали в перспективе имеет значение, когда решается вопрос с так называемым портфолио абитуриента. Педагогический университет Анзор также окончил с отличием на красный диплом, как и школу, после чего попал в число лучших студентов, с которыми встретился глава республики. В этот же год выпускнику предлагают работу, и по программе по привлечению молодых выпускников педагогических вузов в сельские школы Анзор принимается за работу в родовом селе Валерик. Условия были хорошими, нужно было подписать на 3 года контракт, ну и начинать работу. Мы, соответственно, я и мои одногруппники, мы выбрали, то есть начали работать по этой программе, и до сих пор уже вот контракт закончился уже 3 года назад, но я до сих пор, мне так понравилось здесь работать, что я до сих пор остался здесь. В прошлом году Анзору посчастливилось попасть в состав 60 учителей английского языка, которые поехали на стажировку в Великобританию, в Оксфорд. Благодаря именно главе Чеченской Республики, потому что только у нас я потом общался с другими учителями из других регионов, они очень нам завидовали. Это огромный шанс получить возможность посетить именно страну, язык, который мы преподаем. Это было в августе месяце, с 15 по 29 августа мы проходили такие вот учительские курсы в Великобритании, именно в Оксфорде. Вот. Там мы узнали новых технологий, новых методик, которые мы смогли перенести в нашу деятельность. Все это было очень таким результативным. Сделали кулаки все и буду с вами разгибать пальцы, считая до 10. Are you ready? Готовы? Окей, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь наоборот загибаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот вы молодцы, ребята. Он хороший, и объясняет по-английскому хорошо. Мы все понимаем. Анзор Личиевич очень добрый и хороший, и объясняет нам английский язык, и мы стали хорошо учиться.
Ученики на уроке внимательно слушают Анзора. Дети чувствуют, что учитель любит и знает свой предмет. Я бы всем пожелал такого товарища рядом, который умеет себя не только вести там с хорошей стороны, показать, но и как-то помочь тем, кто рядом с ним. Ну, в общем, надежный парень. А как друг тоже, я у него тоже в гостях как-то бывал, гостеприимный, веселый. Дети его очень любят, это уже верный показатель того, какой он учитель. Он знает свою работу, знает свой предмет, знает, как себя вести, как преподнести. В прошлом году случилось важное событие в жизни молодого учителя. Пройдя все этапы регионального конкурса, Анзор вышел в 20-ку финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года-2015», в котором приняли участие свыше 48 тысяч учителей, что сделало конкурс «Учитель года России» самым массовым профессиональным конкурсом в стране. Мне бы хотелось бы рассказать про такой маленький момент, как к нему дети относятся в нашей школе. Как-то 1 сентября у нас была линейка на 1 сентября, ко Дню знаний подготовленная. Я вела эту линейку, и когда я издалека увидела Анзора после победы в конкурсе «Учитель года», и когда я его увидела, я издалека хотела его поприветствовать. И стоят на линейке все учащиеся нашей школы, это 580 с чем-то человек. Не настолько дети аплодировали префекту, главе администрации, как Анзору Личиевичу. Дети на ура аплодировали. Эти аплодисменты длились минут 5, по-моему. И он настолько смутился, ему настолько это было приятно. Аж я не сдержалась, и я заплакала от того, что как его дети любят. Сначала было такое шоковое состояние. Помню, пару минут, может быть, я стоял, не думая ни о чем, потом уже до меня дошло. Конечно, приятные чувства были, но это тоже та же еще и большая ответственность. Победитель конкурса «Учитель года», он должен каждый день держать планку, не опускаться ниже этого. Он должен каждый день показывать другим, как он работает, помогать, ну и учиться у других. Вот это вот ощущение, вот это вот тоже мне сразу же пришло, что нужно теперь уже быть 2-3 раза более активными, чем было до этого. Выбрать профессию учителя Анзору посоветовал отец. Видя его тягу к иностранным языкам, он порекомендовал поступить в педагогический институт. «Учитель во все времена будет одним из наиболее уважаемых людей», — повторял отец, «поэтому я и мой брат последовали его совету», — говорит Анзор. Лида, мама Анзора, сама отработала в школе 7 лет и вложила все свои силы в воспитание своих детей. Она привила им уважение к знаниям и к труду. Когда Анзор домой приходит, у него всегда на лице улыбка. Не скажешь, что он уставший. Но я как мать вижу и чувствую, что он устал. Но я у него спрашиваю, Анзор, ну как день прошел, устал ты? Немножко там, говорит, устал, но с детьми не чувствуешь, что ты устаешь. Когда он с работы пришел, проходит минут 10, и его ученики приходят к нему, то за домашним заданием, где-то что-то непонятно. Он не говорит, что я устал. Ну, конечно, я сама удивляюсь, когда он с ними общается, разговаривает. Я бы, наверное, так и не смогла бы. Сегодня Анзор
Каким бы уставшим ни вернулся с работы, Анзор никогда не отказывает ребятам, которым нужна его подсказка и помощь. Анзора Асламбекова можно смело назвать частью золотого фонда страны. Ведь именно такие успешные специалисты и есть настоящие патриоты, которые стремятся работать на благо своей семьи, своей республики, своей страны. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Директор отказывается предоставлять налоговый вычет на детей, мотивируя это тем, что мой супруг получает эту льготу по своему месту работы и что данная льгота предоставляется только одному из родителей. Так ли это? А на самом деле это не так. Налоговый кодекс устанавливает эту льготу для обоих родителей по месту их работы. Для того, чтобы воспользоваться этим налоговым стандартным вычетом, необходимо подать заявление по месту своей работы. Единственным исключением составляет тот случай, когда один из родителей в пользу другого отказывается от своего права, и в этом только случае только один родитель имеет право уже в двойном размере. А раз мы уже затронули тему налогового стандартного вычета, хочу сообщить некоторые изменения, которые внесены в налоговый кодекс с 1 января 2016 года. Дело в том, что раньше налоговый вычет на ребенка-инвалида составлял 3000 рублей. Теперь с 1 января 2016 года эта сумма составляет 12 тысяч рублей. А налоговый вычет на первого и второго ребенка стандартные остались прежними по 1400 рублей, на второго и последующих здоровых детей по 3000 рублей. Спустя 6 месяцев после выхода в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет я решила досрочно выйти на работу. Однако директор школы отказала мне, сославшись на то, что на мое место принят другой работник. Правомерно ли это? Нет, это однозначно неправомерно, так как законом установлено такие гарантии для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, что она может и имеет право в любое время досрочно выйти на работу. Для этого ей необходимо обратиться с письменным заявлением соответствующему работодателю, и она имеет право выйти на работу. А то, что касается случая, что на ваше место принят другой работник, то этот работник обязан вам уступить ваше основное место работы. Этот работник принимается только на тот срок, пока вы находитесь в отпуске. Администрация школы не выплачивает мне компенсацию за оплату отопления и освещения в размере 1000 рублей в месяц, предусмотренную учителям, проживающим и работающим в селе, ссылаясь на то, что меня не включили в некий республиканский список, который сформирован несколько лет назад. Как попасть в этот список, чтобы получать данную компенсацию? На самом деле никакого республиканского списка не существует. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо быть педагогом в сельской местности, то есть работать и проживать в сельской местности. В законе об образовании Чеченской Республики закреплено это право. В постановлении правительства номер 235 расписан порядок. Так вот, в соответствии с этим вам необходимо работать и проживать в сельской местности, а список составляет непосредственно ваш работодатель. Опять-таки, чтобы воспользоваться этой льготой, вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя своего руководителя, и руководитель уже составляет этот список. Учитель, который работает в городе, а проживает в селе, и наоборот, под эту категорию не подпадают. Если у вас также появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. В прошлом году под председательством Владимира Путина в Кремле прошло заседание Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в Российской Федерации. Как и ожидалось, дискуссия была посвящена проблемам общего образования, его нынешнему состоянию и перспективам развития. Президент предложил создать общенациональную систему профессионального роста учителей. Он отметил, что требования к профессии учителя многократно возрастают и что необходимо внедрять современные программы подготовки и повышения квалификации педагогов.
Предлагаю создать общенациональную систему профессионального роста учителей, сказал президент. Комментируя проблему зарплаты педагогов, уровень которой зафиксирован в законе, президент заявил, теперь этот уровень средний по экономике заработной платы для учителей стал положением закона. Его нужно выполнять, даже несмотря на какие-то объективные трудности. Также Путин отметил необходимость максимального сокращения административной бумажной нагрузки на педагогов. Предложено, чтобы бюрократическую отчетную работу взяли на себя прежде всего учредители школ. Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Адикёш.